Сюркан Шорай. Аслы Тандаган, Джемаль Хюнал. Талга Карель. Хазым Кёрмукчу. Фырат Таныш. Уйку Челик и другие. Композитор Алпай Гюльтекин. Режиссер Алтан Дёнмес. Однажды в Османской империи. Смута. Çamlı bele süreydim yolunu, yavrum yolunu.
Чего вы хотите? Возьмите наши деньги. Нам не нужны ваши деньги, а вот ваши жизни мы заберем. Вам не уйти. Зря ты так сказал. Вы в порядке? В порядке. Вам поранили руку. Давайте я перевяжу ее. Это не важно. А кто вы? Почему они гнались за вами? Я не знаю. Они появились внезапно и стали преследовать. Похоже, они знают вас. Нет, мы первый раз их видим. Давай, мы уходим. Куда же вы идете? Мы очень далеко едем. Кое-кто ждет нас. Спасибо вам. Я не забуду, что вы помогли нам. Пропустите, дайте пройти! Разойдитесь! Как это случилось? Свидетели есть? Есть одна женщина, господин, она все видела. Приведите ее. Сестра, вас зовут Касысбаши. Я сейчас упаду. Принесите ей воды. Ну, будь здоров. Что-то ищете? Я хозяин караван-сарая. Мы хотим снять комнату. Комнату? Так это же прекрасно. Комнату, Лиза, иди сюда. Лиза! Что случилось, Ставрос? Вот наши гости ищут комнату. Ах, так добро пожаловать. У нас есть шикарная комната наверху. Пойдемте. Та комната наверху. Без тебя знаю. Без меня она знает. Пей. Касысбаши здесь? Я должен кое-что ему рассказать. Нет его. По восточной дороге в лесу трое разбойников напали на девушку и ребенка. Возьмите это дело на контроль. Касысбаши сейчас в мечети шейха Назми. Когда он вернется, мы доложим ему. А что там, что-то случилось? Убийство. Убийство? Гендженигер. Прочь с дороги! Я была в молельне у гробницы. Вдруг послышались странные голоса. Я приоткрыла дверь, выглянула и увидела, как высокий мужчина несколько раз ударил шейха ножом.
Что за человек? Можешь описать его? Он был похож на одного албанца, который служил в городском хамаме. Он что-то сказал шейху по-албански. Значит, он был похож на албанца. В хамаме БЗ есть один банщик-албанец. Его и раньше задерживали за разбой. Если увидишь, узнаешь его, Хатун? Я его узнаю. Хорошо. Если будет нужно, мы тебя еще раз вызовем. Вы останьтесь здесь, а мы идем в хамам БЗ. Мне сказали, здесь произошло убийство. Я чуть с ума не сошел. Слава Аллаху, ты в порядке. Мурат, я так испугалась. Шейха зарезали прямо на моих глазах. Уведи меня отсюда, я хочу домой. Хорошо, успокойся. Пойдем. Работа закончена. Все проделано чисто. Ты уверен? Я 3 раза ударил его ножом прямо в сердце. Свидетелей не было? Я сначала все осмотрел, там никого не было. Ладно, в этом кошельке твоя награда. Осторожно, проходи. Садись, дорогая. Ну, как ты? Нормально. Принести тебе воды? Нет, ни глотка не смогу сейчас сделать. Ну что ты, не говори так. Может быть, хочешь прилечь? Поспи. Как же я теперь усну? Картина убийства стоит у меня перед глазами. Ну, сейчас не думай об этом. У тебя ничего не болит? Нет, но я страшно испугалась. А что, если бы убийца увидел меня? Ну, хватит, не накручивай себя. Хвала Аллаху, ни ты, ни ребенок не пострадали. Что у тебя с рукой? Ничего особенного. Поранил на работе. Ты хорошо перевязал рану? Да, я взгляну. Мурат, рана глубокая. А ты говоришь ерунда. Давай промоем рану. Что это такое? Какие-то странные цифры, шифр. Ах, все вылетело из головы от страха. Шейх отдал мне эту записку перед смертью. Сказал, чтобы я отдала ее отцу. Это странно. Я срочно должен передать записку отцу. Вяжи его. В участок его. Я думал, что ты приказала слугам ждать нас, но никого нет. Мы совсем одни. Но я же здесь. Не бойся, всему свое время. А вдруг на нас опять нападут? Да успокойся ты, никто не нападет больше. Ну вот же!
Мирза? Мирза? Где же ты был? Я так испугался! Где ты был? Тише. Настоящий мужчина ничего не боится. Но ведь нас чуть не убили. Я знаю. Я ехал позади вас, увидел двоих и убрал их. Нападавших было 3. Трое? Но я видел только двоих и убил их. Одному из них удалось сбежать. Это опасно? Не волнуйся. Теперь все позади. Ты под его защитой. Отведи меня к нему. Еще не пришло время. Сейчас ему не до тебя. У меня нет времени ждать. Мне нужно увидеться с ним. Ты должен меня проводить к нему. Но мы же не можем оставить мальчика здесь. Нет, вы идите, я подожду здесь. Однако быстрее возвращайтесь. Хорошо. Мы постараемся. Но ты не смей никуда выходить. Хорошо? Иди за мной, но держись на пару шагов позади. Слава Аллаху. Теперь рана не загноится. Здоровья твоим рукам. Асыс-баши ждет вас у себя. Мы схватили убийцу. Ваша жена должна опознать его. Великий Паша. Вот первая книга с нашего печатного станка. Это толковый словарь Джуахари. Пусть Аллах наградит вас за труды, уважаемый Мутаферик Ибрагим. Надеюсь, что вы принесете еще большую пользу нашему государству. Благодарю вас, мой Паша. Наш повелитель тоже благодарит тебя за труды. Позвольте спросить, Великий Паша, Говори, я слушаю. печатный станок теперь освободит от работы 100 писцов. Теперь за один день можно сделать то, над чем переписчик трудился месяцами. Что нам теперь делать? Боюсь, мы умрем с голоду. Не переживайте. На печатном станке мы будем печатать философские и научные книги. Но религиозные тексты по-прежнему будете переписывать вы. Так что вам не о чем беспокоиться. Голодным никто не останется. Как же ты прекрасна. Я не видел тебя целых 7 лет. 7 долгих лет. Наш день наконец настал, брат. Да, время пришло, сестра. Теперь мы можем отомстить султану Ахмету за долгие годы нашего сиротства. Я все время ждала этого дня. Каждую бессонную ночь в персидском дворце. Ненависть росла во мне годами и теперь душит меня. Я больше не могу. Потерпи. Успокойся. У нас нет права ошибиться. Шахзаде Мехмед в безопасности? Да, он в караван-сарае.
Как ты могла оставить его одного, Джансеза? Этот ребенок очень нужен нам. Только принц династии Севифидов вправе занять османский трон. Не рискуй так больше. Прошу тебя. Я знаю. Он в безопасности. Не о чем беспокоиться. Ведь мы хотим отомстить не только султану Ахмету, но и всем потомкам этой династии. Его Величество Султан Хан! Прошу вас, повелитель. Надо же. Наша дрожайшая подвижница. Уже в гостях у своей тети. Какая прелесть. Я не хотела отрывать вас от дел, повелитель. Хвалю. Обходительности мой зять учится у тебя. Как он? Не могу сказать. Я давно не виделась с ним. Он весь в делах. Да уж, быть хранителем государственной печати непросто. Он в работе круглые сутки. Работой зятя я доволен. В государстве мир и покой. Вот, начали печатать книги, создали пожарную дружину. Мы можем оценить дела зятя Ибрагима Паши. Но что думает народ? На улицах много чего говорят в последнее время. Все готово. Стамбул, словно бочка с порохом. Осталось высечь искру и поджечь фитиль. Искрой станет слух о полукровке Шахзаде. Так и будет. Мы пустим слух среди янычаров, что Шахзаде Османов прижит от рабыни. И тогда это сработает. И мы увидим настоящий взрыв. Так что побыстрее возвращайся к нашему Шахзаде Махмету. Персидский шах отдал нам своего сына. Не дай Аллах, что случится. Я должен идти. Мирза ждет тебя на базаре. Ступайте в караван-сарай. Ждите моих новостей. Брат, мы ведь больше не расстанемся. Обещаю. Теперь расставанием конец. Всякое говорят, что вы вкушаете яство, пока они голодают. Пока они тонут в грязи, вы вдыхаете ароматы тюльпанов. Дорогая тетушка, как известно, в народе всегда ведут подобные разговоры. Вы зря тратите время на эти сплетни. Сестра моя, ради людей мы даже не спим. Неужели наша халва стала для них камнем преткновения? Наверное, это не мое дело. Я не собиралась оскорбить вас или Ибрагима Пашу. Вы мой драгоценный брат. А Фатьма — любимая племянница. Простите меня. Но не стоит недооценивать слухи. У нас есть и друзья, и враги, поэтому наши недруги могут обратить разговоры среди народа себе на пользу. Не беспокойтесь, тетя. Секретная полиция Ибрагима Паши всегда на страже нашего порядка. Не опасайся, сестра. Наш зять Ибрагим Паша отлично зарекомендовал себя в вопросах внутренней безопасности. Собачьи дети справились, да?
Теперь попробуйте справиться, когда я без мешка на башке. Ну давайте же! Известите Ибрагима Пашу. Госпожа моя. Что ты хотела, Хунсума? Госпожа моя, как бы это сказать? Как мне рассказать вам? Говори. Говори же. Наш шейх. Он умер сегодня. Что? Как? Его убили, госпожа. Убит. Аллах, какое горе началось. Великий Паша. Арестовали предполагаемого убийцу. Иди за мной. Поспешим. Ибрагим Паша уже здесь. Мурат ага, вы подождите ее здесь. Не волнуйся. Я жду тебя. Я рядом. Это тот убийца, Паша? Сейчас узнаем. Он албанец, банщик в хамаме. Сейчас на опознание придет женщина, свидетельница убийства. Есть свидетельница? Так это же прекрасно. Свидетельница — это очень хорошо. Девушка здесь, мой Паша. Заходи, дочь моя. Жаль, что приходится беспокоить тебя в таком положении. Но это чрезвычайное дело. Аллах с вами, конечно. Посмотри туда. Этот ли человек убил шейха? Это не он. Ты уверена? Я не его видела в мечети. Однако, ты утверждала, что это был албанец и банщик. Вот, смотри, албанец и банщик, все сходится. Послушай, дочь моя, это очень важно. Мы не должны ошибиться. Ошибка в таком деле может дорого обойтись. Посмотри. Еще раз, очень внимательно. Когда рассмотришь, скажи. Господин мой, этот человек даже близко не похож на того убийцу. Хорошо. Асыс Баши,
Слушаю, великий паша. По всему Стамбулу соберите мне всех албанцев-банщиков. И пусть эта девушка посмотрит на каждого. Мы достанем его из-под земли. Как прикажете, господин. Можешь идти, дочь моя. Мы снова позовем тебя, когда будет нужно. Ну, как прошло? Это он? Нет, не он. Они сказали, что позовут меня опять. Это очень серьезно. Сейчас пойдем домой. Успокойся. Паша знает, как вести следствие. Он знает свое дело. Дай Аллах. Куда это она так нарядилась? К любовнику пошла, что ли? Зейнеп, куда ты направилась? В баню можно не наряжаться. Туда можно ходить, в чем мать родила. Хатун, ты будь осторожна в словах. Ты кто такая, чтобы бросать такие фразы? Я соседка твоя, а рта ты мне не закроешь. Твоего посадили в арестантскую и обвиняют в убийстве. Беги, беги давай. Поднимайся, шкура. Чтоб я тебя больше не видел. Ты ангел, что ли? А может быть, фея? Ты мне воды подала, спасла от жажды. Если окажешься в такой же беде, как и я, позови меня на помощь. Я работаю в хамаме Баязет. Я предводитель бедняков. Патрон Халил. Что происходит? В чем дело, Халил? Ты меня знаешь, я проблемный парень.
Кого-то убили, а я крайний. А эта женщина? Кто она? Что ей от тебя надо? Да я откуда знаю. Она помогла мне, подала воды. Врешь ты все, она тут завлекала тебя. Хватит, Зейнеп, пойдем. Господи, ночь, полночь. Что ты хочешь, друг? Мне нужна комната. Комната есть. Поднимись наверх. Прошу. Аллах, почему ты посылаешь ко мне всех сомнительных типов? Иду! Мы сильно задержались. Махмед волнуется. Надеюсь, он сидел в комнате. Нельзя, чтобы его видели. Погоди, парнишка. Сбегай вниз, принеси воды. Ладно. Зейнеп, сообрази что-нибудь на стол, братишки. Не стоит, господин. Я не голодный. Но ты не в себе. Что случилось? Шейха убили в мечети Назми. Убийство хотели повесить на меня. Так Скорпионы Султана покусали тебя? А что тебя так развеселило, сынок? Ты что-то знаешь про это дело? Да, знаю. Ух, откуда это? Брат прислал. Дай-ка. И ты мне брат. Что? Возьми. Это твоя доля. Ладно. Я тоже был в деле. Ладно, брат. Но сейчас мне надо идти. Куда пошел Синдар? Я накрывала. Откуда мне знать? Сказал, есть дела. А ты куда собрался? В харчевню. Пойду развеюсь. Давай я развею твою тоску. Ну, я хотя бы вина куплю. Ну-ка, что там у тебя? Да постой же. Ты чего? Ну-ка, отпусти. Что ты творишь? Отдай мне деньги, сказала. Я сейчас все выброшу к чертям. Отдай, сказала. Ну-ка, отпусти! Нет, ты отпусти. Да ты от ревности взбесилась просто. Правда. Та баба все-таки соблазнила тебя. Пусть отсохнет твоя рука.
Я же тебя предупреждал, что ты не имеешь права ошибаться. Да где же я ошибся, господин? Ты не сказал, что на месте был свидетель. Господин мой, да я все проверил, вокруг было пусто. Стал бы я... Если твои глаза такие близорукие, так может выковырить их из твоей тупой башки. Что скажешь? Пожалуйста, пощадите, господин. Свидетельница, жена Мурата, убойного меча. Ее зовут Ганджанигар. Найди ее, убей и башку ее мне принеси. Режиссер Алтан Донмес. Продюсер Бурхан Оскан. Озвучено компанией «Мобильное телевидение» по заказу телеканала «Дорама».